За 6 лет в Башкортостане преобразили более 800 парков и скверов. В этом году поставлена задача обновить свыше 100 общественных пространств по всей республике. О том, какая сейчас работа ведется на местах, узнаем у главы администрации Кировского района Уфы Илвира Нурдавлятова. Илвир Мадгатович, здравствуйте. Добрый день. Илвир Мадгатович, расскажите, пожалуйста, вот Кировский район Уфы – это, по сути, визитная карточка нашего города. Первым делом мы заезжаем на территорию именно вашего района. Расскажите, какое количество общественных пространств находится на территории и сколько было уже обновлено? Да, действительно, вы правильно отметили. Вот за последние 6 лет именно и в городе в целом, и в том числе в Кировском районе, много было отремонтировано общественных пространств. Есть новые парки, новые совершенно с нуля, которые возвели. Это у нас микрорайон Южный парк Равиля Бекбаева. Реконструировали сад имени Аксакова. Вот. Ну и вы сами знаете, вот сейчас идет у нас реконструкция парка Ленина. Общественное пространство на сегодняшний день более, наверное, 16, в течение 16 лет обновлены и построены новые. Это скверы, это аллеи в том числе. Ну и, как вы видите, на сегодняшний день Уфа стала все краше, зеленеет. Соответственно, вот этими общественными пространствами идет много благоустройства, тротуаров, дорог, освещения, скамеек, установка. То есть обновляется и становится краше. А вот какие появляются с нуля, расскажите. Если с нуля взять, если вот этот год, даже вот 25-й год, в этом году у нас появился новый сквер Уфимские Липы. Это на пересечении улицы Коммунистической и Аксакова. Это дом писателей. Современный новый сквер, высадили крупномерные деревья, липы, соответственно, раз мы название дали Уфимские липы, как Уфимские юкаляры. И также у нас в районе в этом году более 7, наверное, общественных пространств, скверов, которые мы на сегодняшний день где-то достраиваем, где-то уже открыли. Вот буквально через пару дней мы завершаем строительство сквера Медового. Здесь мы у нас принимали активное участие и жители, соответственно, и предприниматели, и депутаты. Сквер морякам защитников Отечества в этом году мы открыли. Сквер чернобыльцам впоследствии от катастрофы, которая прошла, заложили камень. И вот буквально в субботу мы будем высаживать уже крупномерные деревья. Также в этом году мы завершили строительство сквер «Времена года». Это в новом микрорайоне Кузнецовский затон. Получилось вообще классно. Прямо город, внутри сад. Внутри, вокруг детского сада, так назовем. Почти на 2 гектарах земли мы обустроили времена года под названием как бы лето, осень, зима, весна. И у каждого есть свои названия. Возле ГКЗ Башкортостана мы открыли сквер ЕТ, называется, ну, как 7 ЕТ. Необыкновенный сквер получилось. Действительно, мы установили памятник Курая, 7-метровый, 7 нот, камни, выгравированные тамга. Вот у нас же в Башкирии 7 родословных основных, их 40, но так вот их 7. И вот получилось холм такой естественно натуральный. Естественно, своя трава растет, ковыли мы посадили, и она прямо шелушится. Ну и, соответственно, 7 светодиодных светильников вокруг деревьев, скамейка большая вокруг большой огромной липы по улице Ленина, единственное такое дерево, которое растет. То есть необыкновенное такое пространство, где пешеходная зона, она и притягивает. Ну и, соответственно, озеленение вокруг фонтанов и на ГКЗ Башкортостана. Вот у меня вот такой есть вопрос. Какие все-таки проекты, а я имею в виду по проектам, что больше всего предпочитают жители Уфы? Я имею в виду, есть ли у них предпочтение, какие деревья должны быть там, в том или ином сквере, парке? По деревьям, так скажу, что где-то большие крупномерные деревья не хотят видеть. Это вот, а где-то хотят. И
общее мнение уже приходим, или кустарники, или многолетние цветы, или гортензии, или вот сейчас мы принимаем в основном на нашем сквере лапчатники, они тоже хорошие цветения дают осенью, кустообразные, жилой изгородь делаем из кустарников. То есть, чтобы было и открытое пространство, и скамейки, чтобы могли сесть, отдохнуть, поговорить. То есть основной фокус на том, чтобы в центре города, когда, понятное дело, много машин, много людей, человек мог спокойно прийти, отдохнуть и побыть наедине с самим собой. Конечно. Вот это вот мы его говорим, что зона притяжения, вот, сесть, отдохнуть, почитать газеты или на телефоне и дальше пойти. И, насколько я помню, ведутся подобные работы и в сквере имени Мидхата Шакирова, да? Какие сейчас работы ведутся там? Да, на сегодняшний день это личный проект нашего Ради Фаритовича. Буквально вот недавно в субботу он заезжал, смотрел наше общественное пространство. И парк Ленина смотрел, на контроле держит еженедельно. И на сквер Мидхата Шакирова приезжал. В 2021 году мы там уже обустроили сквер Мидхата Шакирова, а сейчас у нас продолжение идет. На сегодняшний день уже старые заборы снесены, установлены подпорные стенки, обустроены бортовые камни из гранита, место под памятник уже подготовлен. Также будет освещение, также будут скамейки, также будут высажены небольшие крупномерные деревья. Ну и недавно еще стартовали работы около памятника Салавата Юлаева, соответственно, демонтировали памятник, и там, соответственно, еще будет по проекту благоустраиваться территория также. Да, до фонтана она дойдет с благоустройством. Это, последующие уже 2-3 года комплексно уже подойдут, и к этому времени уже памятник реставрируют. Насчет территории Уфы понятно, но Кировский район столицы — это не только центр Уфы, а также еще за пределами это соприкасается с территорией Уфимского района в том числе. А вот расскажите, вот вы говорили в районе деревни Локотки, вот какие сейчас работы ведутся насчет Уфимского, я имею в виду насчет Уфимской крепости? Идея Уфимской крепости у меня еще возродилась, она еще бывала 21-х годов. Такая площадка, хорошая площадка, там у нас расположено 9 деревень. В советские времена там сельсовет был, и сегодня мы их называем как отдаленные территории. Вот почему идея такая возникла, потому что там рядом с деревней Локотки Атаевка проходит дорога, Екатерининский тракт. Она на самом деле существует, она из булыжников, она сохранена, там бывает и съемки кинофильмов приезжают, снимают. И все-таки возродить Уфимскую крепость, как в центре невозможно, площадки нет, а там у нас она есть. Потому что, если взять былые, опять же, советские времена, вы знаете, что проводились сабантуи и проводятся сабантуи за пределом населенного пункта. И когда мы это начали поднимать историю, начал проводить летние и зимние мероприятия, как сабантуи, как харгалак, это харгалак с башкирского скользящий, и эта идея возникла. На сегодняшний день мы там уже воссоздали в Уфимской крепости, башни поставили, сцену соорудили, вокруг всего этой площадки забором оградили, 2 смотровые площадки из бревен с крепости сделали, и, соответственно, начали выполнять в этом году, буквально недавно, месяц назад, 1,5 месяца назад, реконструкцию. То есть в Уфе у нас в районе сносят жилые дома под строительство, а мы эти дома забираем и там реконструкцию делаем. Один дом мы перевезли с Святошникова 1905 года дом. Мы его сейчас подняли, крышу закрыли, и сейчас дальше еще один дом, часовню, и в перспективе установить там мельницу. И все это дворовыми пристроями, как ранее было. И там такую реконструкцию хотим сделать внутри этой Уфимской крепости. Но это, по сути, будет новым местом и точка притяжения для туристов и для горожан. Конечно. И площадь достаточно большая, 5 гектар. И я думаю, там
для всех мероприятий, которые даже не то, что для всех, а вот для мероприятий, проводимых, можно там принимать участие. А вот в рамках акции «Зеленая Башкирия» какое количество деревьев планируется высадить на территории Кировского района Уфы? И очень, вот, знаете, очень много вопросов от уфимцев по поводу того, что вот именно вот срезать деревья и, как я полагаю, меняют на новые. Вот в чем все-таки, почему меняют старые на новые? Расскажите. Сноса деревьев очень, так скажу, тщательно. Мы вначале деревья обследуем. У нас специализированная организация есть в отделе управления коммунальным хозяйством по благоустройству. Оцениваем их состояние, аварийность, перестойкость. И мы опубликуем его на наших сетях. Прежде чем что-то сносить, мы оповещаем жителей. Пару деревьев, если сносим, мы показываем их внутреннее состояние. Она может быть снаружи хорошая, так, зеленая, а внутри уже пустотелая, уже гнилая. Ну и, соответственно, принимаем решение, что данную улицу, где возникает угроза падения, мы их убираем и высаживаем новые крупномерные деревья. Ну, опять же, говорю, вот сейчас привилегия у нас липы, ну и в последующем сейчас вот думаем все-таки перейти на вот черемухи, Шуберт называется. Вот они меняют окраску, зеленые, фиолетовые, такие коричневые. И ну вот сейчас мы думаем над этими деревьями. И вот осенняя посадка у нас в Зеленой Башкирии, мы будем в районе, только в районе я скажу, более 345 крупномерных деревьев и 300 кустарников будем высаживать. Это на аллеях, на скверах? Вот как да, раз, на аллеях, на скверах и многоквартирных домах, где принимают участие жители и управляющие компании. У нас еще одна идея родилась в районе. Мы с коллегами, с администрацией со своим вот, придумали необычное название сквера в будущем. В этом году мы уже обустроим тротуары и на 4 октября уже там высадим деревья с предпринимателями. Вот. Сквер необыкновенный будет называться, колонка, название необыкновенное, название колонка. Некоторые люди спрашивают, почему, говорят, колонка. А вот в 90-е годы, там же у нас частный сектор был, Степана Кувыкина, Софья Перовская, вот, и там возле остановки всегда была колонка. И колонка, она всегда текла, так скажем, в народе. Или место встречи, где мы встречаемся, вот в Зеленой Руси, где мы встречаемся, где встретимся. А там вот, там колонка, знаешь, вот там встречаемся. Там остановка общественного транспорта, и вот так встречались. И мы на будущий год мы его продолжим. Почему? Потому что на будущий год у нас Уфимскому водоканалу 125 лет, а Кировскому району 90 лет. И вот это будет у нас совместный проект, совместная идея, потому что мы выставим туда разные исторические колонки, возобновим колонку, чтобы она у нас работала, ну и озеленим, осветим, освещение выставим, скамейки, ну такое вот красивое пространство в Зеленой Роще еще одна появится. Благодарю, Илвир Мадгатович, за беседу. А я напомню, у нас в гостях был глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов. Это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.